Здравствуйте, это новости Татарстана, в студии Алия Хайрудинова и о главном к этому часу. 2 человека погибли, 3 пострадали. Проснулся, смотрю, машинки Юрьев быстро выбежали с напарником. Давай вытаскивать, молодцы, люди остановились. Подробности ночной аварии в Актанышском районе расскажет Рамиль Галиуллин. Гибель ребенка в сарае собственного дома. Немножко температура была, оказывается. В Балтасинском районе умерла 9-месячная девочка. В чем причина и как семья переживает горе, выяснял Рамиль Шайдуллин. Дорожное обновление. Практически, да, новая трасса. Каким будет обход Сукуров и какое это будет иметь глобальное значение, узнал Дмитрий Аренин. Страшная авария произошла сегодня в Актанышском районе. Здесь в смертельное ДТП попала семья из Башкортостана. Глава семьи и его дочь погибли. Супруга и 2 детей в тяжелом состоянии. Ребят пришлось вертолетом доставить в Казань. По предварительным данным, водитель превысил скорость. Сначала наехал на дорожное ограждение, потом машину отбросило под грузовик. По факту аварии следователи возбудили уголовное дело, а автоинспекторы обратились к водителям с требованием соблюдать правила езды. Детали трагедии у Рамиля Галиуллина. Это видео быстро облетело социальные сети. Момент смертельного удара попал на видеорегистратор грузовика. Как видно на кадрах, на неосвещенном участке на большой скорости в многотонник врезается вылетевшая навстречу легковушка. Это все, что от нее осталось. По утренним кадрам с места аварии можно понять, какой силы был удар. Повсюду куски искореженного металла и обломки, разбросанные на десятки метров. Марку автомобиля не разобрать. Авария произошла в 00:30 ночи на трассе М7 около села Улиманово. В легковушке ехала семья из Башкортостана. В машине были 5 человек. 34-летний водитель автомобиля Kia, по предварительным данным, не убрал безопасную скорость движения своего транспортного средства. При перестроении совершил наезд на дорожное ограждение, после чего выехал на встречную полосу. Все, что осталось от легковушки, увезли утром. Для этого понадобилась тяжелая техника. Авария произошла так быстро, что участники ДТП не успели толком понять, что к чему. Так ситуацию объяснил второй водитель фуры. Спал, тут слышу удар, проснулся, смотрю, машинки Юрьев быстро выбежали с напарником. Давай вытаскивать, молодцы, люди остановились. В результате аварии скончалась 8-летняя пассажирка легковушки. Ее отец, водитель Kia, умер по пути в больницу. Супруга погибшего была госпитализирована в БСМП Набережных Челнов. Состояние при поступлении было тяжелым, сочетанная травма. Ей была оказана вся необходимая помощь, осмотр всех специалистов, хирургами, травматологами, нейрохирургами. Она была взята в операционную, проведена диагностическая лапароскопия. Остальные специалисты также оказали необходимую помощь. В данный момент она находится в реанимации, состояние ближе к средней степени тяжести. Она в сознании, на самостоятельном дыхании. 2-летнего малыша и 12-летнего подростка доставили в КДМЦ. Позже принято решение транспортировать детей в ДРКБ. Детей эвакуировали в город Казань. А ребенка 2 лет на реанимобиле, а 12-летнюю девочку вертолетом санавиации. Здесь их примут специалисты детской республиканской клинической больницы. Как выяснилось, за рулем мужчина ездил уже 18 лет. Он был примерным водителем. За 2 года к штрафу привлекался дважды. Сейчас все обстоятельства аварии выясняются. Возможно, он мог уснуть. Материалы из МВД передали в Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Рамиль Галиуллин, ТНВ, Актанышский район. В Балтасинском районе простились с 9-месячной девочкой. Она умерла в сарае родительского дома. Эта история вызвала резонанс в социальных сетях. Как здесь сообщили, якобы малышка находилась без присмотра почти 6 часов. И это не в первый раз, когда мама оставляла ее одну. Следователи республики возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Им предстоит выяснить, что привело к трагедии и есть ли в этом вина родителей. В деревню Ярак-Чурма отправился Рамиль Шайдуллин. Нет никаких комментариев. Убитый горем отец не в силах говорить. На выходных он потерял 9-месячную дочь. Малышка умерла в сарае. По одной из версий, здесь ее оставила мама. Ребенок вообще-то был здоров. Медосмотр прошла. Патронаж сделала медсестра. Но тот день, когда умерла, немножко температура была, оказывается. Зуб режет, думала Джамиля сама.
Не подходила, наверное. Чуть-чуть немножко не видела, как умерла. Они из Башкирии сказали, что приехали. Потому что двоих родила вроде. Всего у Абдулиных было 9 детей, почти все школьного возраста. То, что в этом доме живут дети, видно даже невооруженным глазом. Достаточно взглянуть вот на эти игрушки. Вот кастрюльки, с ними наверняка играют девочки. Чуть дальше машинки, это уже игрушки мальчиков. Здесь же самокаты, велосипеды, всего этого много. Сельчане говорят, семья неразговорчивая. Они дома не заходят, только вот туда приходят. То есть они не общаются практически ни с кем, да? Нет. С здешними детьми их дети не играют. Я не видела, по крайней мере. Так, дети умные, конечно, у них хорошо учатся. Старшие дети, призеры и победители Олимпиад. Третий ребенок в этом году пошел в полилингвальную школу Адамнар. Младшие учатся в соседнем селе. А почему они детей в эту школу, интересно, не отдали, а в соседнюю? Ну, они татарские, у нас удмуртская школа ведь. Местные жители отмечают, Абдулины родители заботливые, всегда рядом с детьми, хотя воспитывают по-спартански. Дома нет мебели, на окнах занавесок. В холода минимум отопления, чтобы дети росли закаленными, рассказывают в поселении. Непорядок уж дома. Вообще-то как родители, я не жалуюсь. Просто так. Образ жизни другой. Да, образ жизни другой, да. На учете семья не стоит, алкоголь родители не употребляют. Что же произошло в тот роковой день, на этот вопрос нам не смогла ответить даже мать погибшей девочки. Она вышла к нам только для того, чтобы попросить оставить их наедине с горем. Войдите в наше положение. После такой трагедии у нас нет сил ни на какое интервью. Как сообщают следователи, на теле ребенка не было признаков насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В настоящий момент по уголовному делу назначены необходимые экспертизы, которые позволят установить причину смерти ребенка. Проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. На кладбище теперь две свежие могилы. Одна 9-месячной девочки, другая старшего сына Абдулиных. Ровно год назад он наложил себе руки в этом же сарае. Рамиль Шайдун, Данил Филатов, ТНВ, Балтасинский район. Столица Татарстана избавится от транспортных пробок на выезде по Оренбургскому тракту и получит современную 4-полосную трассу. Сегодня у села Сокуры Лаишевского района приступили к укладке асфальта на объездной дороге. Она увеличит пропускную способность трассы. Когда планируют открыть магистраль, какие используют современные технологии и как преодолевают дефицит кадров, расскажет Дмитрий Аренин. Внизу, в нижней части, идет основная дорога с нового направления. Сверху у нас будет уже проезд на поселок Сокуры. У поселка Сокуры продолжается масштабное строительство. В круглосуточном режиме работают более 200 специалистов и около 100 единиц техники. Строят 24 километра современной 4-полосной трассы. Чтобы дорога прослужила дольше, применяют новые технологии. Способом введения в грунты два компонента. Это цемент, портландцемент, это обычная негашенная известь. И путем до внесения до оптимальной влажности воды мы их уплотняем и получаем долговечную несуществоспособность. К строительству участка федеральной трассы Казань-Оренбург приступили в конце прошлого года. Сейчас земляные работы выполнены на 40%. Сегодня начали укладывать асфальтобетон. Его качество проверяют по ходу работ. 7 и 8, почти 8 сантиметров, то есть 8 сантиметров нижний слой, то есть нормально как бы. То есть еще верхний слой положится, работа выполняется качественно, своевременно. Как говорят строители, работают с опережением графика. Потребность в кадрах решили заранее. И чтобы не возникал дефицит, процесс подготовки специалистов не прекращается. Мы ведь тоже не с луны упали. Конечно, у нас тоже это все есть, но мы специалистов стараемся готовить с начала сезона, то есть входя в осень, с конца сезона и зная будущее нашей работы, мы начинаем готовить их сами. Естественно, где-то точечно меняем, где-то принимаем. Кто-то осваивается, кто-то не осваивается. Дорога Казань-Оренбург пересекается с трассой М12. Чтобы избежать пробок, магистраль пойдет в обход поселка Сокуры. Конечно, мы это положительно смотрим на эти вопросы. Легче будет добираться. Это очень необходимо, потому что здесь пробки на час, на два вечером. То есть поэтому Сокуры не справляются с потоком. Очень тяжело. Иногда по 1,5 часа стоим в пробках. Поэтому ждем дорогу. Для удобства и безопасности местных жителей и автомобилистов на новом участке построят 6 надземных пешеходных переходов и сплошной металлический барьер, разделяющий потоки. Здесь у нас постоянно в связи с увеличением населения
в пригороде города Казань. Соответственно, у нас увеличилась интенсивность дорожного движения, что привело к многочисленным пробкам. Для решения данного вопроса мы приступили в конце 2023 года. Я считаю, что реализация этого проекта обеспечит в первую очередь пропускную способность, безопасность дорожного движения, а также комфортность для жителей. После реконструкции категории дороги повысится с 3 до 1 Б. Завершить работы планируют в 2026 году. Дмитрий Айрин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Лаишевский район. Перемирие на Медной горе. Спустя 3 года горнолыжный комплекс Искук-Мыр отстоял свое место. Владелица урегулировала земельный спор с властями Вятско-Полянского района Кировской области. Как это стало возможным, читайте сегодня в интернет-газете «Реальное время». Завтра в Казани откроется международная выставка «Стройка». В Казань-Экспо более 60 предприятий из 14 регионов представят строительные и отделочные материалы, а также оборудование. Это предприниматели из Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярского края, Новосибирска. На выставке ждут делегации из Китая и Узбекистана. На панельной дискуссии обсудят передачу градостроительных полномочий от муниципалитетов республики Минстрою и что это дает районам. Пройдут сессии по определенным направлениям. Это многоквартирное жилье, это вопросы цифровизации, это по разрешению на строительство, конечно, наша важная тема. Да? Ну и, естественно, это большая воронка продаж для производителей строительных материалов. Для Татарстана сегодня строительный сектор – это ключевой. У нас по объему, по вводу жилья мы лидируем в Приволжском федеральном округе, занимаем лидирующие позиции даже в стране. В Татарстане производят все стройматериалы, кроме цемента и санфаянса. Об этом рассказал заместитель министра строительства Ильшат Гимаев. Он подчеркнул, в нашей республике дефицита этих материалов нет. Однако на Горьковской железной дороге сотни вагонов с цементом простаивали несколько недель. Зимой это было связано с обильными снегопадами. Весной все застопорилось из-за нехватки рабочих рук. Поставку удалось наладить только к концу июня. Как сегодня стало известно, в Татарстане планируют построить завод сухих строительных смесей. Татарстан у нас является самодостаточным регионом по производству строительных материалов. Все основные материалы мы производим сами. Но одним из ключевых материалов, которые мы не производим, это цемент. Цемент мы покупаем в заводах, которые находятся за пределами Татарстана. Их там 5 заводов. Цемент есть, но его как будто не хватает. Не хватает, потому что он стоит где-то дороги, тупиках там, или вовремя нельзя. Поэтому эта проблема, она есть, никуда пока не исчезла. Напряженность остается. В Татарстане продолжается набор на контрактную службу. Заключившие контракт до конца июля могут получить до 1,5 миллиона рублей. Сегодня о порядке подписания документа о службе журналистам рассказали в центре «Батыр» в Казани. Весь процесс занимает не более суток, включая прохождение медосмотра. Как рассказали, на передовой сейчас нужны водители, механики, медики и операторы беспилотников. Обо всех подробностях расскажет Рамиль Галиуллин. Одним из первых в центр «Батыр» пришел Денис Кижаев. Решил подписать контракт после беседы со своими друзьями и родными. Мужчина для себя твердо решил, его место на передовой. У меня и брат там находится, и друзья, и служивцы. То есть, необходимость, это надо. Все преодолимо. А кто, если не мы? Мне 38. 39 будет через 19 дней. Свой день рождения буду справлять в честь. У Ильдара Низамова нет военного прошлого, но это не повод оставаться в стороне. Главное – желание поддержать своих. Хочу отдать долг родине. Надо. Чувствую, что надо, поэтому пошел. Несмотря ни на что. Каждый день Центр оформления на контрактную службу в Казани принимает до 40 заявлений. Не последнюю роль играет и финансовая сторона. Так, в Татарстане заключивший контракт до 31 июля получат до 1,5 миллиона рублей единовременно. Это беспрецедентная мера поддержки военнослужащих и их семей в нашем регионе и одна из самых больших выплат в России. Они видят, какое сейчас уже состояние в стране и на СВО, и они больше приходят с патриотизмом. И у всех приподнято настроение. Но то, что это мотивируется еще денежными выплатами, это очень хорошо. От 18 до 65 они, да, приходят. У нас сегодня подошел мужчина, 64 года. Как бы, несмотря на то, что мы говорим, то, что там будет очень сложно, все-таки возраст, да, даже несмотря на это, он хочет внести свою лепту именно в победу. Сумма складывается из выплат от республики – 1 500 000 рублей. Минобороны – 195 тысяч. Городов и районов Татарстана – до 300 000 рублей.
Рассчитывать на них могут не только татарстанцы, но и жители других регионов, подписавшие контракт в нашей республике, а также иностранные граждане. На СВО нужны медработники, операторы беспилотников, водители и артиллеристы. В пунктах отбора на контрактную службу помогут выбрать специальность и часть. Если кандидат говорит, что я хочу быть оператором БПЛА, ну, естественно, мы максимально стараемся сделать так, чтобы он стал оператором БПЛА. Если человек говорит, что я служил в срочную службу, допустим, механиком водителя танка, то, естественно, такой специалист нужен, потому что и дополнительно его обучать, вы сами понимаете, уже не надо. То есть ему просто напомнить с учетом современных требований ведения боевых действий, и человек готов. Подписать контракт можно в любом городе или районе республики. Для этого необходимо оставить заявку по телефонам, указанным на экране. После этого прийти в военкомат, пункт отбора или центр Батыр. Рамиль Галиуллин, Наиль Абдуллин, ТНВ, Казань. В следующий понедельник, 15 июля, на телеканалах ТНВ и ТНВ «Планета» состоится телемарафон «Вступай в армию Победы». В прямом эфире с 8 утра до 8 вечера участвуют десятки гостей. Они расскажут о контрактной службе и мерах поддержки военнослужащих. Придут сами защитники Отечества, герои России, бойцы татарстанских именных батальонов, волонтеры и семьи военнослужащих. Запланированы прямые включения из набережных Челнов, Нижнекамска, Альметьевска, Лениногорска, Мамадыша и Зеленодольска. В этот день можно будет увидеть фильмы из цикла «Наши герои». К марафону подключатся Болгар-радиусы и другие телеканалы республики. Сегодня в Академии наук состоялась церемония вручения государственной премии имени Вячеслава Алимасова. Лауреатов, 3 молодых ученых, поздравил Рифкат Миниханов. В числе обладателей престижной премии Павел Буланов. Благодаря его разработкам удалось улучшить качество дорожно-строительных материалов. Тимур Петров занимается повышением энергоэффективности электрических машин. Артем Кузнецов помог усовершенствовать системы для контроля энергообъектов и малоразмерных космических аппаратов. Награда за достижения в области инженерных наук учреждена в 2014 году указом Рустама Миниханова. Большая гордость для меня, для моей семьи, для моих родителей, что удостоилась эта премия. Но на самом деле всегда приятно, когда твой многолетний труд признается на таком высоком уровне. Вдохновит меня на новые разработки, вдохновит моих коллег. Сегодня 24 ученых стали первыми профессорами Академии наук Татарстана. Такое научное звание ввели в этом году. Нового статуса удостоены заведующая кафедрой госпитальной терапии КГМУ Диана Абдулганиева, заместитель директора Института языка имени Галимжана Ибрагимова Олег Хисамов, профессор КНИТУ КАИ Зиннур Гизатуллин и другие. Они ведут научно-исследовательскую работу, внедряют новые технологии в экономику, культуру и социальную сферу республики. Я и наша кафедра занимается исследованием так называемой электромагнитной совместимости. Это воздействие электромагнитных полей, на влияние их на работу устройств. Где-то 150 публикаций у меня, 10 патентов на изобретение. Как раз они направлены на защиту от таких воздействий. Надеемся, что работа наших отделений, научное достижение наших молодых профессоров усилит Академию и будет наша технологическое развитие, и в последующем эксплуатационная работа приведет к определенным результатам. Инвестиционные, экологические и образовательные проекты обсудили на заседании Общественного совета Нижнекамск-Нефтехима. Уже в этом году предприятие планирует получить первую продукцию на новом этиленовом комплексе ЭП-600, завершить реконструкцию полигона промышленных отходов и открыть учебный центр Сибуринтех. Имеем собственную котловую питательную воду. Перед заседанием члены Общественного совета Нижнекамск-Нефтехима побывали на строительной площадке нового олефинового комплекса ЭП-600, а также ознакомились с ходом строительства производства Гексена. Эти и другие производные инвестиционные проекты – драйверы развития экономики республики. К 2030 году они принесут более 10 миллиардов рублей дополнительных налогов в бюджет Татарстана. Обсуждение хода развития предприятия, а вместе с ним и города, продолжилось на рабочем заседании. Мы на сегодняшний день уже приступили к розжигу печей и значимые большие объекты. Это самое первое, куда поступает основное сырье. В конце этого года планируем, целеполагаемся
уверены, что получим первые тонны продукта. Полным ходом идут работы и на производстве гексена. Сибуровцы разработали собственную технологию его производства. Все это время гексен поставлялся из-за рубежа. Из нижнекамского гексена будет выпускаться полиэтилен премиального качества. Компания приняла также решение о строительстве установок по выпуску этилбензола, стирола и полистирола, а также производству металлоценового полиэтилена. Все это повысит экономическую устойчивость компании и увеличит налоговую базу города и республики. Мы практически в 2 раза увеличим отчисление в налоговый бюджет к 2030 году за счет реализации этих проектов. На сегодняшний день отчисление порядка 13 миллиардов рублей в бюджет республики по результатам 2023 года. Среди масштабных образовательных проектов учебный центр Сибур-Интех, который откроется на базе Нижнекамского химико-технологического института. Инвестиции Сибура в проект составят около 1,7 миллиардов рублей. Мы в первую очередь нацелены на обучение и переподготовку наших сотрудников, молодых специалистов, которые к нам приходят, преимущество из Республики Татарстан и в целом поволжских наших предприятий. Нижегородские предприятия, Пермь. Есть задача и вовлечение студентов НХТИ в нашу программу обучения. В фокусе внимания экологические проекты. Идет масштабная реконструкция полигона промышленных отходов. Вблизи села Барок завершилась рекультивация илонакопителей и высажены около 200 тысяч саженцев деревьев. На биологических очистных сооружениях готовятся к 3-му этапу реконструкции. Совместно с городом решаются вопросы по герметизации колодцев городских хозбытовых коллекторов, которые являются источником неприятных запахов. В планах предприятия усилить систему мониторинга санитарно-промышленной зоны. В районе села Прости мы поставим стационарный пост, который там в режиме онлайн будет передавать данные. О синергии Нижнекамска с нефтехимией горожанам рассказывает проект «Между нами химия». В его рамках создан сайт. В городе появились тематические трамваи, муралы, билборды, аудиогиды, ролики и многое другое. Руководство компании «Сибур» максимально открыто, максимально прозрачно рассказывает и показывает о всех своих векторах развития. Мы понимаем, что наши интересы учитываются при принятии определенных важных, порой где-то даже стратегических решений. Мэр Нижнекамска Рамиль Мулин участвовал в заседании по видеосвязи. Он поблагодарил компанию за активное участие в жизни города и совместное улучшение городской среды. Большой гала-концерт детского фестиваля «Белый пароход» прошел сегодня в Казани. На сцене выступили юные артисты со всей России, а также Беларуси и Абхазии. Это почти 150 детей со сложной судьбой. Сироты, дети из малоимущих семей с ограниченными возможностями здоровья, потерявшие своих отцов на СВО. Посмотреть выступление ребят приехал Рустам Миниханов. Юные солисты исполнили знаменитые песни из детских мультфильмов. Выступили они на одной сцене со всемирно известными оперными певцами. Впервые на казанской сцене большой гала-концерт детского музыкального фестиваля «Белый пароход». 150 мальчиков и девочек со всей страны и из Беларуси, и Абхазии исполняют известные всем с детства песни из мультфильма «Буратино» и мюзикла «Волшебный Новый год». «Белый пароход» – проект благотворительный. В нем участвуют дети со сложной судьбой, с ограниченными возможностями, сироты, потерявшие отцов на СВО, из малоимущих семей. На концерт приехал Рустам Миниханов. Конечно же, 19 лет этот фестиваль, он настолько востребован, настолько нужен. И, конечно же, каждый из нас хочет жить, каждый из нас хочет состояться. И такие фестивали – это для многих из наших детей возможность показать себя, проявить себя и получить ту уверенность, которая очень важна. Самому младшему участнику фестиваля 6 лет, старшему 17. Для детей разных возрастов это шанс показать себя на большой сцене. Когда я вырасту, я хочу стать певицей и выступать на больших сценах. Для меня это маленький шажок на большую сцену. Здесь нормально, в Казани круто, сейчас выступим и будет зажгем всю сцену. Я хочу стать, как все остальные. Ну, там, например,
как, например, Филипп Киркоров. Детей для участия в фестивале отбирали в течение года. В Подмосковье они готовили гастрольный тур на протяжении 3 недель. Этих детей мы собрали в Подмосковье 3 недели назад. Вот за 3 недели мы сделали всю эту программу, выучили, каждый день они работали, при этом успели еще немножко отдохнуть, и у них были разные экскурсии, интересные программы. И вот сейчас у нас пошел такой гастрольный тур. Поддерживают юных солистов известные оперные певцы, музыканты, артисты и телеведущие. Когда ты видишь счастливые глаза детей, а белый пароход – это радость, счастье, жизнь, творчество. И, конечно, в свое время, когда Толя Мочеленко, блестящий гитарист, пригласил меня спеть песню, я спросил, а кто же у вас ведущий? И оказалось, что ведущего постоянного нет, и я практически уговорил белопароходцев, и вот теперь завертелось и не выберемся. И слава богу, что я вот в этом омуте готов не тонуть, а плыть и нестись к звездам бесконечно. Потому что республика спорт, республика радость, счастье, где действительно много делается для того, чтобы были дети счастливыми. Казань – первый город в гастрольном туре юных артистов. Дальше с концертами они отправятся в Москву и Санкт-Петербург. Алена Струминская, Алмаз Зиединов, ТНВ, Казань. Это были новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Сейчас прогноз погоды с Наилем Дзихате. До встречи. Жилой комплекс «Алтын-Яр». Счастье быть дома. Все лето в Казанском цирке. Водно-цирковое ревю на счастье. Сколько времени нужно, чтобы научить детей быть хорошими пассажирами? Что в автомобиле нужно вести себя спокойно, пристегиваться. А ремнем или в кресле зависит от роста или веса. Не так много. Дети быстро все схватывают. А сколько времени нужно вам, чтобы понять, что безопасность своего ребенка можете обеспечить только вы? Играй гормон. Анализы на гормоны в гемотест. Проверка щитовидной и поджелудочной железы. Обмена веществ мужского и женского здоровья. Долгожданное модное лето с 9 по 13 июля во Дворце спорта. Стильная одежда для дам, авторские шляпки, узбекский шелк, комфортная обувь и невероятная бижутерия. Для мужчин коллекция из Европы, летние новинки для детей, товары для молодости и красоты, качественные садовые инструменты. К столу рыба с Камчатки, свежая конина халяль, муромские разносолы, оливки из Греции, ижевские полуфабрикаты, вологодская продукция. Приходите всей семьей с 9 по 13 июля во Дворец спорта. Открыт набор в Московский международный колледж цифровых технологий Академии ТОП в Казани. IT-образование на базе 9 и 11 классов. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. Здравствуйте, Исянмисис. Татарстан в ближайшие сутки окажется под влиянием гребня повышенного давления. Подробнее через несколько секунд. Изготовление любой корпусной мебели от Данил Мастер в июле со скидкой 20%. Не откладывайте на завтра свою мечту о новой кухне или шкаф-купе по вашим размерам. Узнайте подробности по телефону в Казани 2 167 166. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Кукмаре, Балтасях и Зеленодольске переменная облачность, местами осадки. Температура днем плюс 30-31, ночью плюс 18 градусов. В Буинске, Апастово и Камском устье переменная облачность, небольшие дожди. Температура днем 29-31, ночью 17-20 градусов тепла. В Нурлате, Черемшане и Новошишминске облачность с прояснениями, местами дожди. Температура днем плюс 29-30, ночью 16-20 градусов. В Актаныше, Агрызе и Сарманово переменная облачность, временами осадки. Температура 29-30 тепла днем, ночью 16-19 градусов тепла. В Альметьевске, Лениногорске и Азнакаево температура днем 27-29 градусов, ночью 15-16 градусов выше 0. Здесь будет облачность с прояснениями, небольшие дожди. В туристических городах республики также ожидается высокая температура и осадки. В Свияжске температура днем 30, ночью 18 градусов тепла. Переменная облачность, небольшие дожди.
В Волгорах днем 30 градусов, ночью около 21 градуса выше нуля. Здесь ожидается переменная облачность, вероятно осадки. В Елабуге температура плюс 30 градусов днем. Будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ночью 19 градусов тепла. В Казани тоже переменная облачность и слабые осадки. Температура поднимется до 31 градуса днем и до 20 градусов выше 0 ночью. Атмосферное давление выше нормы 757 мм ртутного столба. Ветер северный около 3 метров в секунду. Влажность 33%. Магнитное поле Земли спокойное. Это все о погоде. Я с вами прощаюсь. Хорошего вам настроения.